Мы семья Бабочкиных: Оксана, Владимир, Илья и Анна. В прошлом году за отпуск мы проехали рекордные 8726 километров. Проехали все российское побережье с восточной точки до самой западной, то есть с Адлера до Оленевки в Крыму. Расстояние это будет 837 километров, если в Крыму ехать по трассе Таврида. Расстояние от Ухты до моря 3000 километров в одну сторону. По пути мы выбираем города, которые хотим посетить. Останавливаемся с ночевкой. Самое удобное ездить на машине. Одни плюсы: ты совершенно независим ни от чего. Свобода. Куда хочу, туда и еду. Не надо покупать билет. Не надо носить чемоданы. Как заядлые автопутешественники со стажем делимся своим опытом. Первое, что необходимо сделать, это провести ТО автомобиля. Собираем чемодан. Самое главное – документы и деньги. Все, что забыл, докупил. Это правило. В салон для деток мы берем обычно подушечки и пледики, автомобильные зарядки, сумку с едой. Заправляемся исключительно на ЗС Лукойл до полного бака. Сразу получается хорошая скидка. Там же покупаем кофе. В гостиницу заносим только рюкзачок с мыльными, сменным бельем и сумку с едой, чтобы можно было положить в холодильник. Не заносим мы все чемоданы. Поиском гостиниц занимаемся за час до предполагаемой остановки. Пользуемся Яндекс.Картами. Кушать останавливаемся в столовых. При выборе столовых обязательно смотрим рейтинг, также на картах Яндекс, чтобы он был не ниже 4,5. Останавливаться в столовых у нас получается где-то один раз в день. Вот завтраки у нас обычно в гостиницах происходят, а обедать мы останавливаемся, а ужинать мы тоже уже когда приедем. Там обычно при гостиницах всегда есть столовые, также зайдешь, покушаешь. А в течение дня, пока ты едешь в машине, делаем перекусы. Мы с собой обязательно берем контейнеры. В одном контейнере у нас колбаска, сыр, хлебушек, сразу готовые бутербродики. А во втором контейнере у нас нарезанные овощи. Это огурчики, помидорчики, редисочка, перец болгарский. Ну и с собой много воды. Ну и еще с собой фрукты. А вообще, если даже ты не взял с собой никакой перекус, то это ничего страшного. По трассе, по всей есть пятерочки, магниты. Также их смотришь на Яндекс.Карте. Подъехал, закупил, что тебе надо, и поехал дальше. Обычно мы перед гостиницей вот так вот ищем вот эти магазины сетевые, и там себе что-нибудь допокупаем, что мы съели в течение дня в машине. Еще такой момент. На дороге, на трассе есть платные участки. Ну, где-то их штук 12, наверное, постов. И где-то в общей сложности где-то 160 рублей, 40 рублей, 120 рублей заплатить. И в общей сложности где-то выходит около 2000. Есть, конечно, бесплатные, какие-нибудь там параллельные дороги, но мы по ним не ездим, потому что платные, они комфортные, они широкие, они по бокам натянуты сетками, как защита от зверей. То есть они все чистые, ухоженные. Есть кармашки, то есть места для отдыха. Еще такой есть момент. На этих платных трассах именно в праздничные дни, в субботу и воскресенье, стоимость проезда увеличивается. Там висят стенды и все цены показаны. Оплатить можно наличными, можно банковской картой или там привязанной к ней системы бесконтактной системы платежа, а также можно через транспортер.
Ну и расскажу, в каких городах мы останавливались именно с ночевкой. Не просто проезжали, а именно ночевали, гуляли по городу. Если он нам нравился, мы еще продлевали. Вот в прошлом году у нас была Йошкар-Ола, Нижний Новгород, Москва. Дальше мы уже доехали до Небуга, потом поехали в Крым. А на обратном пути мы заехали в Волгоград. А в этом году мы с Ухты доехали до Костромы, потом посетили Ярославль, потом опять поехали в Москву, потом мы поехали в Анапу, потом мы поехали в Крым. После Крыма мы были в Липецке и оттуда уже стартанули домой. Какой город нам понравился больше всего? Такого ответа нет. В каждом городе есть свои плюсы, свои минусы. Каждый город уникален, у каждого богатая история, у каждого своя архитектура. Как мы выбираем, какие места посещать? Открываем Яндекс.Карты, смотрим достопримечательности, опять же, где большие рейтинги, отзывы, то туда и идем. Некоторые места мы выбираем заранее, чтобы прийти и посмотреть сразу. Hello! Hello! Туристишь, русишь? Туристов! Возвращаются на родину.